Оргпреступность была такая, что воры в законе, положенцы, смотрящие по всей стране охватили власть. У них была система такая же, как у государства. У них был президент, вор в законе, так, и остальные. По областям, по районам, по городам, смотрящие и положенцы собирали деньги у предпринимателей, у всех других там. То есть у них своя структура такая, очень мощная была. Нам пришлось принять вынужденные меры. Я вам более того скажу, чтобы вы убедились, уважаемые работники сферы образования, вы убедились, я вам скажу правду, тем, что мне пришлось принять решение о ликвидации воров в законе. Понимаете? Ради государства. И это решение я принял, я вам сразу скажу. И мы его ликвидировали. В дальнейшем ликвидировали его сообщников, его других членов оргпреступности. И сегодня страна освободилась от этой путаницы. В стране нет оргпреступности. Это единственная страна в Центральной Азии, даже вообще не Центральной Азии, наверное, постсоветских стран, у которого не имеется оргпреступности. Сейчас предприниматели никому не платят, как ранее. Базары, рынки, торговые центры и все другое. Все платили. Сейчас никто не платит. Первое время, когда после того, как мы их ликвидировали и убрали, даже предприниматели бегали, они искали, кому платить. Понимаете? Даже они к нам приходили, кому теперь платить, кому теперь отдавать те средства, которые они десятилетиями отдавали. У оргпреступности, уважаемые участники заседания, была огромнейшая сумма. Мы у них миллиарды отняли, долларовым исчислением. Миллиарды отняли. Сейчас у них ничего не осталось. И не будет дальше. Дальше не будет никакой оргпреступности, никаких бандитов. Да, хулиганы будет. Криминогенная обстановка будет, она остается, жизнь есть, она будет продолжаться. Никаких, это когда никто не может гарантировать. Но оргпреступность не будет в нашей стране. Даже нашу страну начали прогибать под другими лидерами оргпреступности других стран. Вот Салим Байватча в Узбекистане. Он полностью контролирует юг нашей страны. На юге все лидеры оргпреступности, все крупные бизнесмены, даже политические какие-то деятели, депутаты парламентов, к нему шли, с ними собеседовались, и то, что он сказал, то они исполняли. Понимаете? Теперь этого не будет. Наша страна, сами по себе будем развиваться, никакой оргпреступности не будет. Вот также, когда мы начали бороться с оргпреступностью, нам говорили, да вы никогда не победите, никогда у вас не получится так, что вы тут же сидит Кольбаев, тут сидит тот, Досонов, Дженго, Ваше. Все везде сидят, и вы что вы будете сделать? Ничего не сделаете. Завтра же продадитесь, все, останетесь на свои места. Все так говорили в течение 2-3 лет. Но все-таки мы это победили.